У ингушей, вплоть до XIX века, не было своей письменности, поэтому изучить те или иные исторические сведения из истории ингушского народа можно было по записям соседних народов, архивным документам тех или иных веков, а также немаловажными источниками в познании той или иной информации являются народные сказания, предания и легенды. Однако, определенные личности, именующие себя историками, фальсифицируют, переиначивают, изменяют некоторые народные предания на искаженный лад, и, разумеется, предания в измененном виде имеют свойство распространяться и считаться наиболее достоверными и правдивыми. Эги был князем и происходил из армян. Эги был княжеского происхождения и прибыл из Армении. Здесь применима известная цитата, что ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. К примеру, про предание о 3 братьях Эги, Хамхи и Таргим, живших в средневековой Ингушетии, в некоторых недостоверных источниках указывается, что человек Эги якобы был беглецом армянского происхождения. Согласно наиболее достоверному ингушскому преданию, 3 братьев Эги, Хамхи и Таргим, ставшие родоначальниками крупных ингушских фамилий и основавшие башенные комплексы, были сыновьями влиятельного и почитаемого ингуша Эльберда. Именно эта версия данного предания является достоверной и имеет больше права на существование. Это подтверждается большинством источников из исторических документов, которые фиксировали предание о происхождении 3 братьев Эги, Хамхи и Таргим. Николай Феофанович Яковлев, советский лингвист-кавказовед, специалист по теоретической и прикладной лингвистике. Авторству Яковлева принадлежит замечательный труд под названием «Ингуши», написанный в 1925 году. О происхождении братьев Эги, Хамхи и Таргима в данной книге описано предельно ясно. Если вы начнете подробнее расспрашивать, что же это за древние и славные роды и в чем заключается их превосходство над другими, вам расскажут родовые предания о тех далеких временах, когда ингуши еще жили в горах в своих каменных башнях. Здесь зародились и окрепли роды 3 селений, Кёкелы, ведущие начало от 3 братьев Эги, Хамхи и Таргима. Отец их жил в долине реки Асы, прорезающей всю горную Ингушию. Перед смертью он собрал сыновей и стал спрашивать их, что умеют они делать, и чем хочет каждый из них заняться. Младший, Таргим, сказал: «Я могу делать деревянные маслобойки». «Отдаю тебе свое место, живи здесь и занимайся хозяйством», решил отец. Средний, Хамхи, сказал: «А я могу сделать лук, и люблю охотиться». Отец отдал ему ближние горы. Старший, Эги, сказал: «А мне нравится место у реки, где бы я мог чистить коня и принимать гостей. Больше мне ничего не надо». Отец отдал ему луга на берегу реки Асы. Здесь по главному ущелью Ингуши построили братья свои башни, и все пути из гор на плоскость оказались в их руках. Всякий, кто проезжал или прогонял свой скот через владение 3 братьев, должен был платить им дань, которая исчислялась скотом или пулями и зарядами пороха. Так, за проход с одного человека из каждой головы скота, братья брали по 1 пуле и 1 заряду пороха. Книга под названием «Горная Ингушия. К материалам по экономике альпийского ландшафта. Ростов-на-Дону, 1928 год». Приведем следующие строки из этой книги. Игикальская котловина, древнейшее гнездо племени Галгаев, и поныне называемая Галгайче, была занята 3 братьями Эги, Хамхи и Таргим, тоже 15 поколений назад, но отец этих 3 братьев и раньше жил здесь же, и 15 поколений назад он только разделил свои земли между названными наследниками. Кавказский этнографический сборник. Очерки этнографии горной Ингушетии. Предание об основании Таргима, Игикала и Хамхи гласит следующее. В далекие от нас времена жил в горах Ингуши один воинственный человек по имени Эльберт. У него было 3 сына: Эги, старший, Хамхи, средний, Таргим, младший. 3 брата имели свыше 12 тысяч десятин земли.
Сначала все они жили вместе, но потом разделились. Старший, по обычаю, должен был остаться в том ауле, в котором жил отец. Эгикал, Хамхи образовал аул Хамхи, а Тергим устроил селение на правом берегу реки Асы.